Добрый день, уважаемые зрители. Я тут к казахстанским зрителям обращаюсь. Что хотел сказать. Если, допустим, только короткую информацию сообщить, что я живу в Татарстане, я думаю, это будет мало. Поэтому я сказал, что я родился и вырос в Оренбургской области, на границе с Казахстаном. Был неоднократно в Казахстане. И поэтому сейчас вот мне интересно тоже, я не случайно вот сказал, покажите свои города, как там вы живете. Или расскажите, да, что у вас там происходит, значит, как там вот, что достойно внимания. И что у нас это достойно подражания для нас, допустим. Потому что даже вот в семье братья, они вот завидуют друг друга, а если они умные братья, то они стараются перенимать лучшие у друг друга. Поэтому нам вот не безинтересно знать, какие у вас положительные там перемены или что-то в вашем городе, что вы цените, предметом гордости является. Я думаю, это нам все интересно. Вот мне, например, так как я в Аркалыке 2,5 месяца на практике был, я с интересом смотрю видео про Аркалык. Там я написал в Одноклассниках обращение к Назарбаеву, президенту тогда. Похвалил его, потому что Мурс, князья, это значит, надо сначала как верноподданный похвалить его, воздать хвалу, польстить, как он много сделал для Казахстана, а потом после этого только обратился с просьбой, как это могло произойти, что такое богатое государство, могучий Казахстан, неужели не может какой-то Аркалык там вдохнуть вторую жизнь? Это же славное прошлое у этого города. Этот город мне дорог, так как у меня, значит, студенческое там время, как-то я студентом на практике был в газете об этом. Ну вот, группа в Одноклассниках, трусливый админ взял, просто удалил. Там как раз про аркалыкчан группа была. Трусливо удалил и меня заблокировал, кажется, вообще, да. Вот все. А в Ахтубинске я много раз был. И я после университета как-то решил. Нас, наверное, там не пускали куда-то, да. В Казахстан точно нас... Нет, не пускали. Что хочу сказать. Я поехал в Ахтубинск. В Оренбурге у нас в областной газете с обкором, значит, если брали, то должен быть коммунистом. Иначе не брали. А в самом Оренбурге, чтобы работать, надо обязательно... место должно быть там. Места не было. Тогда, значит, я, когда приехал в Ахтубинск, так с таким уважением ко мне отнеслись. А они совсем чихать хотели, честно говоря, на вот это правило российское, что САПКОР должен быть коммунистом. Просто сказали, привезите открепительный документ о том, что редакции, где вот там вы в Татарстане, значит, в редакции там, что они не нуждаются в ваших услугах, и мы вас с удовольствием возьмем. Я звоню вот как раз вот в этой части вот. Недавно вот я был у сестры, она потеряла мужа, а тогда муж, значит, недостаточно сообразительный человек, пошел в редакцию, сказал, отказательный надо. Они не поняли, мне пришлось приехать за этой бумагой, так я остался в полумиллионном городе здесь. Проработал 15 лет, вот как я говорил, золотое перо, депутат и прочее, все радости творческой жизни посыпались в итоге. Вот. Но все равно я
Хромтау меня посылали с обкором. Ну, наверное, судьба так пожалела, чтобы я там не остался. Значит, тогда трудные условия были. В Уральск, если бы я поехал в Уральск, там у нас моей сестры родной, старшей, матери годилась по возрасту. Позапрошлом году, что ли, потеряли ее, или в прошлом году. Вот ее, короче, это у нас как называется, свояченица, что ли? Ой, нет, я не боюсь ошибиться. Короче, ее мужа, сестра родная, была там членом ЦК Компартии Казахстана, депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Когда я в Уральске был, акимат приходил разговаривать там с замом акима или кем-то там. Он поинтересовался, к кому я приехал. Я говорю, к Шамшаевым. Он говорит, это не та самая. А я забыл, что у нас Кудаша даже. Наша Кудаша, она как раз такой большой человек там. И вечером того же дня, я говорю, нет, не знаю я такую. И вечером того же дня я у этой Кудаша в гостях был. Меня пригласили туда. Вот. Так что с Казахстаном меня многое связывает. Я, к сожалению, в формате 10 минут не могу все рассказать. Ахтубинск — это замечательный город. Я там помню, ездил еще какие-то годы там туда вот все-таки наведывался я. В Уральск ездил. Я даже не ожидал, что настолько этот город, я думал, ну, какой-то, знаете, у нас Мухосранск называют, да? Далеко не за Мухосранск. Уральск на меня произвел великолепнейшее впечатление. Я был потрясен. И как вообще не принимали. И главное, что удивительно, татары, которые у кого-то юбилей праздновали, я говорю, вы все на казахов похожи. Вы, может, казахи? Нет, говорит. Я говорю, странно. А так все смуглые и на казахов похожие такие. Я говорю, надо же, ну, где живешь, под каким солнцем? И вот становишься похожим на представителей этого народа. Вот. Я удивился просто, сколько не сделал открытий для себя просто в этом Уральске. Я даже просто поразился, насколько это просторный, люди приветливые и такой цивилизованный город. Вот. И у меня там две красавицы, внучатые племянницы росли. У нас невестка, значит, Кельн, моего племянника, значит, жена, казашка. Сейчас вспомню. Санья звать, да. Потому что она там мне телефон написала Соня, поэтому я думаю, как же будет у нас правильно. И вот, я думаю, судьба тоже вмешалась. Если бы я в свое время вспомнил бы про Уральск и поехал бы вместо Ахтубинска в Уральск, это Кудаша нас обязательно меня устроил бы на работу. Вот. Ну, а потом, сами знаете, там какой период был трудный. Мы здесь не переживали. Москва даже без продуктов сидела, а в Татарстан свои продукты стал себе оставлять в начале 90-х. И нехило мы себя чувствовали здесь. По талонам было, но зато у нас что было по талонам? Москвичи приезжали и поражались просто, что у нас изобилие, потому что мы 80% что ли, 75% налогов у себя оставляли. Да, или 70, остальное в Москву отправляли, а сейчас мы вот 75 в Москву отправляем. Вот, и когда я в Оренбургскую область ехал на родину, я переезжал тут поля, трактора, комбайны, оттуда переезжаю, и сразу там пустота вот такая была. Сейчас, наверное, конечно, все исправилось. Так что Уральск оставил глубокие впечатления, самые приятные, вот, от людей, от архитектуры, от истории. И очень было приятно мне, как татарину было очень приятно, что казахские братья бережно относились там и нашему духовному наследию, скажем, тукайскому, там, значит, музей создали, улицу в честь Тукая назвали, памятник поставили. Вот. Кстати, Красную мечеть восстановили, это татарская мечеть называлась. Я там посетил, мне очень понравилось, все прекрасно. Так что из 3 областных центров, вот Актобе и Орал, это как Орал, да, произвели на меня вообще впечатление, ну, потрясающее. Ой, аман болыңыз, в следующем продолжим видео.